5 февраля 1997 года, в последние дни Рамадана, в городе Кюльджа, в Восточном Туркестане, произошел расстрел участников акции мирного протеста. Жители Восточного Туркестана не забывают и о зверствах, пережитых за прошедшие 26 лет. Ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана выступила с заявлением для прессы перед Генеральным консульством Китая в Стамбуле в ознаменование трагедии в Кюльдже 5 февраля. В воскресенье 5 февраля 2023 года Шведская ассоциация уйгурского образования также было организовано мероприятие в знак протеста перед посольством Китая в столице Швеции Стокгольме. Восточный Туркестан, где коммунистический режим Китая обвиняется в геноциде против уйгуров, является важным источником энергии. По последним данным, на месторождении Тарим, принадлежащем ведущему производителю нефти и газа в Китае, Китайской национальной нефтяной корпорации, на данный момент добыто более 400 миллиардов кубометров природного газа. Нефтяное месторождение Тарим, расположенное в пустыне Таклимакан в Восточном Туркестане на северо-западе Китая, является важным источником природного газа для газопровода Запад-Восток. По данным Tarim Oilfield Company, дочерней компании Китайской национальной нефтяной компании, нефтяное месторождение ежедневно предоставляет более 74 миллионов кубометров природного газа в другие районы Китая по газопроводу Запад-Восток и более 21 миллиона кубометров природного газа через пути в южной части Уйгурского автономного района. Министерство обороны Китая сочло чрезмерной реакцией то, что США сбили принадлежащий Китаю аэростат, который, как подозревалось, использовался в разведывательных целях. Представитель министерства Тан Кефей сообщил в своем заявлении, что Китай опротестует агрессивное нападение США на гражданский беспилотник. С другой стороны, в США водолазы военно-морского флота будут работать над извлечением обломков аэростата, который парил в небе США в течение 8 дней и был сбит вчера. Новый порог в чиповых войнах был преодолен, когда Япония и Нидерланды присоединились к санкциям, введенным США в отношении Китая. Как сообщает Kyodo News, правительство Японии начнет ограничивать экспорт современного оборудования для производства полупроводников в Китай весной после внесения поправок в закон об иностранной валюте. Kyodo News не указывает, откуда была получена эта информация, однако отмечается, что в новом соглашении не будет упоминаться Китай, чтобы снизить риск ответных мер Пекина. Бывший лидер пакистанских повстанцев генерал Первез Мушарраф скончался в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, где проходил лечение. Вступив в должность в результате госпереворота в 1999 году, когда он был главой администрации, Мушарраф стал президентом в 2001 году. Мушарраф приостановил действие Конституции и объявил чрезвычайное положение в 2007 году после того, как его просьба о продлении срока полномочий была отклонена. Год спустя против Мушаррафа, который ушел в отставку после того, как законопроект об его импичменте был внесен в Палату представителей, в 2013 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении Конституции и государственной измене. 17 декабря 2019 года Мушарраф был приговорен к смертной казни. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Пазарджике, провинции Кахраман-Мараша. По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение с очагом в Газиантепе особенно ощущалось в городах Сивас, Хатай, Шанлыурф, Мерсин, Самсун, Адана, Анкара, Кайсери и Трабзон. Время землетрясения было зафиксировано в 4:17 утра на глубине 7 километров. После первого землетрясения в 4:26 утра было зарегистрировано второе землетрясение в Газиантепе с магнитудой 6,4. Турция объявила тревогу 4 уровня. Также произошло 50 авторшоков, самый сильный из которых 6,6 балла. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции сообщило, что по состоянию на 6:30 утра 76 человек погибли в 7 провинциях и 440 человек получили ранения. Надеемся, что Турция преодолеет эту катастрофу с наименьшим ущербом. Пусть нация оправится от этого.